«Женщина, преклоняю перед тобой голову». Конкурс с таким названием прошел в Цивильском доме культуры. Сельские красавицы посоревновались за звание самой творческой, яркой и инициативной. Обязательное условие для участия – владение чувашским языком. О том, чем женщины удивляли членов жюри, расскажет моя коллега Анна Центовская. Конкурсантки прошли целых 5 испытаний. Сперва каждая приготовила и принесла с десяток чувашских блюд на оценку. Столы ломились от изобилия национальных изысков. Яркие женщины показали видеовизитки, в которых рассказали о своих увлечениях, характере и талантах. А затем показали их вживую на сцене. Участницы пели, танцевали, демонстрировали чувашские обряды, удивляли художественным словом. Конкурс проводится в 5-й юбилейный раз. И каждый год преследует одну цель – найти по-настоящему любящих свою родину, инициативных и талантливых сельских жительниц. В этот раз таких было целых 8 из разных муниципалитетов республики. Ценности, которые вы несете, чувашские ценности, да, нашим поколению, нашим детям, прививаете это все. Это очень ценно. И хочу выразить огромные слова благодарности вам за это. По итогам всех состязаний в финал межрегионального конкурса вышла участница под номером 2 Валентина Аршинова, жительница Шумерлинского округа. Она поборется за звание лучшей сельской жительницы в октябре этого года. Анна Центовская, Олег Цыпленков, Республика.